Привет, друзья, с вами Одинокий Джесси. С добрым утром. Решил сегодня тоже провести утренний стрим, потому что событий происходит очень много, быстро, и мы не всегда успеваем за ними гоняться. Я сегодня заглавил вот этот ролик, как чеченский волк рассорил кавказские народы. Но это имеется не только Кавказ и русские, но просто вот так я озаглавил, чтобы потом вам объяснить, почему это так. Неделю тому назад, по-моему, Башлам Чимай, чеченский историк, на его странице в шортах, не в шортах, это видео, ну, короткое видео, трехминутное, по-моему, больше 3 минут. И вот о чеченском символе волки, это сам ролик, там с текстом, ну, понятно, что это имеет в виду чеченское священное животное. Ну, там, да, это немножко, как сказать, у нас нету священных животных, но вот так обезглавлено, названо, это красиво. Это сама, это типа кровная месть, по-моему. Объяснить кровную месть. Но это такой снят ролик, и, конечно, очень трогательный, очень трагичный. И вот про волчонка, который, ну, теперь, знаете, да, маленькие дети, они непослушны. И вот этот волчонок отбился от стаи, скорее всего, куда-то ушел гулять. И вот этих заснеженных поле, лесу, я не знаю, где это, и в какой-то склон горы, да вот его настигла огромнейшая пума из кошачьих. По-моему, это пума, огромное животное, 5 раз больше, чем вот этот волчонок. И волчонок даже не заметил, что он сзади подкрался, эту пуму схватил. И что может маленький волчонок сделать? Он даже не успел не то что сопротивляться, сразу же. Там и видно, как игрушку маленькую, она пума туда-сюда бросает. И ее, короче, убивает волчонка и просто уходит. Просто пошла дальше. Это для меня что просто, когда я смотрю этот ролик, но он в 2 частях. Первая часть, как этот волчонок трагически умирает, а вторая часть, как за него это волки, стая волков мстят. И вот этот маленький ролик, и все там очень, если ты внимательно посмотришь, просто, знаете, ребенок, вот волчонок, ребенок вышел гулять, и в этом случилась эта трагедия. И, казалось бы, для меня вот сразу я понял, что потом, когда я досмотрел весь этот ролик, пуму вот окружили волки, потом его тоже, она постигла, тоже учит, что этот волчонок, но вот для меня вот даже я об этом не подумал, мне даже не стало жалко этой пумы, а мне было жалко этого волчонка, который, она беззащитного волчонка, который это огромное животное убил. И в этом не было смысла это, просто, да, мы скажем, животный инстинкт, там лес, там дикая природа, но вот это был, вот смысл вот этого ролика был в том, что если ты что-то сделал, и вот тебе придет отмщение. Потом это волки ищут его, но у них как, они воют, и ребенок не пришел, волчонок не пришел, и они решили искать его, и вышли на след, там, короче, он лежит мертвый, и вот они потом ищут эту пуму, его по следам они нашли, вынюхивали эти трупы, и вот и настигли эту пуму, и вся эта стая волков, сколько их там, 5-6, вот они 7, по-моему, набросаны на эту одну пуму. И вот мне понравилось, потом думаю, я знаю, что срать, потому что там обезглавлено все это про чеченцев, обязательно найдутся люди, которые
будут вот что-то там сказать, захотят сказать. Потом, не знаю, я решил туда зайти, думаю, ничего страшного, я уже, это для меня не впервые. Лучше я зайду, просто посмотрю, что люди хотят сказать. Ужас, мне было просто стыдно слушать это. Взрослые люди, может, они и не взрослые, или я не знаю, но все равно, если они могут пользоваться интернетом, значит, взрослые люди имеют пользоваться интернетом, писать эти комментарии. Это же детский садик, дети не пишут такое. И вот я-то думаю, сейчас разгорится вот это безжалостное, понятно, это, там же был самый волчонок же, герой этого ролика. И вот про этого волчонка никто даже не вспомнил. Вспомнили бедную пуму, которая стая волков набросилась. И вот этот, потому что там же написано, что это чеченское священное животное, там вот это. И у нас вот есть это символ вот этого стойкости, независимости. И вот у нас даже в Ичкерии гимн у нас был вот, посвященному волку. И вот это даже, по-моему, флаги, по-моему, у нас присутствовал волк. Я не знаю, просто я уже забыл эти далекие времена. И вот самое интересное, вот реакция людей, что, вот знаете, каким нужно быть низким человеком, подлым человеком. Вот такой даже писать. Вот, эй, да, чеченцы только могут толпой набросить. Это вместе, это нехорошая вещь. Это, короче, что там только не пишут. Я просто читал, потом в один момент я перестал читать, потому что знаете, это не текст, это просто прокламация, пропагандистские прокламации. Даже этого пума была бы, один волк с пумой бы дрался, и там ровно бой, как будто бы это люди, на людей перевели. Вместо не должно быть вот это, то, все стаи набросились на одного бедного несчастного пуму. И вот я не знаю, мне удивить очень сложно, в связи с этими ушами, я уже привык к всему. Но там тоже, они тоже приняли участие, наверное, яростно. Они же раньше это именно Амина Тисаева не могут слышать, вот это Башлама Чимаева, не мог, Хасан Бака, понятно, это историк чеченский, тоже не могли слышать. Вот любой ингуш сразу вот эти три имена называет, не любит, потому что правда, мы не хотим слушать, мы хотим слушать сказки, басни Крылова, которые сейчас новые Крыловы, сочинители. И вот это мы любим слушать. Приятно про ингушей послушаем. Про Жоанну Коллинз, который сказал, как бы, в кавычках, 6 тысяч лет ингушей. Это Жоанна Коллинз, первую чеченскую войну, вторую чеченскую, по-моему, она это с Лос-Анджелеса, Гарвардский, не Гарвард, там, какой университет, по-моему, Лос-Анджелес, какой-то университет. Вот оттуда она вещала постоянно, Стэнфорд, по-моему, Стэнфорд. И вот она оттуда постоянно защитит чеченцев. Мы же знаем эту Жоанну Коллинз, она всегда, она специалист не по Ингушетии, а по Чечне. Она специалист по Чечне, кавказским народам, и вот она, и нас, я же помню это, Жоанну Коллинз, вот такие вам надо, вот это потом говорит нам, ингуши, даже вот таком ничтожном поводе разделили весь народ, я сейчас думаю, сейчас начнется война на Северном Кавказе из-за этого волка. Вот, и вот эти комментарии встречат, как злопыхатели, вот я не знаю, и вот это, чтобы нас, знаешь, это, в каком-то смешном тоне, каком-то вот сарказмом, и вот что вы хотите этим сказать, вот это понятно. Это не только ингушам, конечно, касается, аварцам, кубинцам, другим вот этим и сочувствующим, и этим русским, вот, да, откровенно, если нехорошо, да, я просто хорошо, и там же речь шла о вот этом волчонке, который
не за что вот пострадал, и его убили. И вот это, и там же, когда месяц, оно правильно, неправильно, но это такая вещь. Но это было потом искусственный интеллект. Хорошее, даже искусственный, зачем вам тогда это писать, эти гадости? Зачем вам это все вот это? Именно, что там слово чеченец присутствует, и чеченский историк об этом поместил, и вот вы решили отметить все. Да, подлостью вам не занимать, конечно. Вот я сейчас смотрю в какую-то категорию людей, которые вообще какие-то безнравственные, какие-то вот это. И очень странно за вами наблюдать, товарищи. И не знаю я. И для меня, когда я посмотрел этот фильм, бросилось в глаза, что именно вот это, в самом начале это показано, что маленький волчонок гуляет по лесу, и вот этот 5 раз больше, чем этот пума, вот огромная, его вот даже как маленькую игрушку туда-сюда бросил, убил. И вот это мы не, это, нет, вот мы так нельзя, нехорошая вещь, ну вот такой. Смешно даже, очень смешно. Мы тапочки смеялись после этих ихних комментариев. Просто, я не знаю, это какой-то бельмо, эти чеченцы на глазу у всех. Что-то вот это понятно, когда мы истекали кровью, там, не знаю, это лужи крови. И вот вам это все нравилось, у вас не было претензий к нам никаких. Казалось, это правильно, потому что вы террористы, вы бандиты, и поэтому вас Россия вот так наказывает. Эти же люди сейчас, в мирное время, когда мы никому ничего плохого не делаем, просто занимаются собой и очень успешно, и хорошо, что, потому что только народ, который познал горсть страдания, вот это, только так он может вот в кулак взять свою всю силу и вот это показывать. Пример города Грозного на весь мир. Организация Объединенных Наций включила вот этот пример Грозного для восстановления послевоенных вот городов. Сперва он включил город Грозный как самый разрушенный город после Второй мировой войны, а потом включил как самый быстро восстановленный город, и это пример для всех других стран, как можно восстановить после разрушительных вот этих катаклизмов, войн. И вот такой, и мы никому не мешаем, мы в своих границах, признанных Российской Федерацией и международных, вот мы проживаем, никуда не лезем. Да, у нас свой вот этот небольшой уклад, может кому-то это нравится, может кому-то это не нравится. И вот может у вас свои порядки, мы же не говорим, почему у вас вот так. Да, у нас немножко другая ситуация, у нас немножко, да, какие-то перекосы есть, очень строго, очень контролируется, потому что террористические акты, вот это, вы просто забыли, мы это не забыли. Сперва была война, а потом была война, террор, это бандит. И вот 1800 чеченских полицейских только убито этими террористы, они чьи-то отцы, чьи-то сыновья, еще не только они. У нас действительно его муж служил, это семья, молодая семья, ребенок маленький, и вот это он работал в милиции, и ночью пришли, представляете, хорошо, что ребенка оставили живых, жену обоих убили. И это же бандитизм, как это называется, это свобода, демократия, ичкеринцы, как это, типа вы коллаборанты, и вот хорошо, ребенок остался живых. Этот ребенок, я-то знал, что я маленький его помню. И как-то я приехал домой в каком-то году, 2014, я не знаю, каком-то 16-м, короче, приехал в Чечню и пошел, я же вспомнил свое детство, думаю, пойду к роднику. И там молодой парень, такой высокий, симпатичный, такой, вот этот наш старый родник, он восстанавливает.
А я просто, мне очень понравилось, что вот она такая молодежь, вот такой, вы знаете, такой приятно мне было. Это я помню, моя бабушка, моя мать, отец вот туда ходили, вот за водой, вот это. И мне очень, я разговаривал с этим парнем, он говорит, а я-то знал, я-то дома всю семью расстреляли. Вот я услышал, что всю семью. И вот этот ребенок остался живых, а его отца милиционера, вот он же государственная служба, причем он не солдат, не в ФСБ работает. Вот милиционер. И вот этот парень рассказал, что он сын вот этих. Уж я потом, он говорит, меня отправили в Англию учиться, в Ливерпуле учиться. И вот такая трагическая судьба. Но у нас же хорошо, что таких людей не оставили один на один с бедой. Их отправляли учиться, им давали квартиры в Чечне. И вот такое, 1800 вот таких только милиционера. И их, в некоторых семьях вот так получилось, ночью приходят эти бандиты, да, их отец выходит, говорит, почему вы пришли? Они говорят, ваши сына мы хотим поговорить. Конечно, отец не пустит. И автоматом этого отца в заборе убивает, врывает этот дом, всех расстреливает. А только милиционеров 1800 убито. 1700 чем-то, но я так говорю, 1800. Вот представьте, сколько убито ничем не повинных женщин, матерей, отцов, мул, вот это. И вот, поэтому у нас очень строго. Мы не свискаемся этими. Знаете, у нас демократы, регион очень сложный. Я не говорю, что простой регион, потому что сама история, вот вам, товарищи русские, я просто для русских, понятно, для осетин, для ингушей, для дагестанцев, мы не говорим для адыгов, кабардинцев, черкесцев, карчайцев, балкарцев, лездин. И просто лаксу вариант. Просто мы говорим для русских, чтобы понимание было. И вот эти русские, все, и демократы, и эти либералы, и эти экстремисты, эти националисты, эти фашисты, эти, я не знаю, все против нас, чеченцев. У вас это, у вас вы ведь нарушаете права людей, вы это то, вы то. Тем нравится националистам, что мы слишком независимые. Мы так родились, символ волка у нас не просто так. И здесь поэтому, и вот там вот это все творится, в этой строчите все это. И как это понять? Как это понять? И я понимаю, вот это тоже русский. Вот русская у нас введено находится блогерша, Тиса Чечня она называется. И вот блогерша, она сама русская, из Ростовской области. И она как-то делилась, она же блогерша, она имеет полное право рассказывать. Вот это хлеб-блогер, рассказывает истории. Вот она просто поделилась, вот какая большая разница, что в Ростове, в России, что русские, что чеченцы. Потому что у этих другие свои, вот это алкоголизм, вот это пьянство, да, пьют. И вот она говорит, у нас этого нет. И вот какое почтение, уважение старших, уважение вот этой семье, соседей. И вот она вот эта удивленная, она русская, удивленная, рассказывает, что как это у них, как это здесь Чечня. И вот русским это не понравилось, потому что, нет, зачем русская будет говорить, что чеченцы хорошие, пусть она говорит, что все русские хорошие, а чеченцы плохие. Как этих ингушей, они же учатся, они же вот копируют этих русских, мы хорошие, вот чеченцы плохие. И вот этот ролик такой, даже это искусственно создано интеллектом, зачем вот эти страсти переносить туда, свою ненависть, свою злобу, свою чеченофобию показывать нам. И как мы после этого должны молчать, ничего не говорить, адрес ваш. Знаете, можно просто жить достоинством. Не нужно участвовать в этой подлости. Если ты участвуешь, ты знаешь, ты в семье ты не будешь человеком,
И вот это с малого начинается, этого интернета вы начинаете, потом вы с ума сходите, и вам некого лечить. Больниц не хватает, психушек, она не предназначена для такого большого количества больных людей. И вот это все это ополчились против чеченцев, это украинцы, это, я не знаю, это русские, эти кумыки, эти аварцы, эти ингуши, как называем братья. Эти, я не знаю, все западные, вот это российские интеллигенты, российские писатели, российские умы, всем не нравятся чеченцы, все чеченцы не... Почему вы сами не идеальные люди, почему мы должны быть идеальными? Как будто бы у нас не был дух чеченской войны, как будто бы у нас не было страданий, этой крови. И вот мы, поэтому и мы вот такие, мы слабинку себе не даем. Правильно, мне кажется, правильно этими подонками нужно вот так поступать. Если мы вот как во Второй Чеченской войне это было показано, почти 800 просто государств служащих, которые в милиции работали, убили. И вот это, знаете, ваши не нужно эти демократы чеченцы. Сперва научитесь эти демократы у себя, привейте себе. Вот у вас мирный регион, у вас ничего никогда не происходило. Почему у вас не так все гладко, не так все хорошо? Почему у нас в Чечне это должно быть идеальным? Мы должны быть идеальными во всем. Вот это странно. И наши обычаи, наши традиции, наши обычаи. Мы живем и никуда не пропали, и не пропадем. Вот вопрос в вас, не в нас. И вот, да, волк у нас считается, вот, у нас сакральное это животное. Не священное, но сакральное, можно сказать. Священное это у Индии, в коровы, вот это, у ингушей это камень стать священный. У нас такого нет. У нас сакрально, да, у нас сакрально, достоинство имеет значение, честь имеет значение. Вот это такие простые вещи, вот почему мы сохранились. Вот потому что вот мы всегда следуем своим путем. У каждого народа свой путь. Кто-то ищет легкие пути, кто-то тернистые пути. Знаете, зачем нам предъявлять претензии, которые не к месту, не кстати? Да, потом у тебя русский язык нехорошо. Я не обязан вам этим русским языком, потому что чеченский язык я знаю. Я со своими братьями, когда у меня была мать, отец, бабушка была, я разговаривал нормально. И все было хорошо. Это мой второй язык русский. И не родной. Знаете, даже у вас это родные языки. И вот я удивляюсь людей, вот ингуши, которые, они являются ингушами, они русские, вот восторгаются тем, что они хорошо владеют русской речью. Значит, там не все чисто, знаете, родной язык это родной язык. Русский язык это русский язык, это второй язык, это иностранный язык. Вот я тоже многими языками, вот и даже эти ингушским, даже эти украинским, я понимаю 100%, но не могу говорить, потому что нет разговорной речи. Что, какие претензии? Вот к чему-то придраться. Я сейчас вот этот ролик снимаю, сейчас я подумал про это, Киса Чечню рассказал. И вот этот, как это сказать, сейчас был в Минеральных водах Северокавказский форум, это тетки, которые прибежали к главе Веденского района, жаловаться, что прикроет эти Киса Чечню, она про русских плохое говорит. Она ничего не говорит про русских, она про это алкаши. Если алкаш, что мы не можем говорить, что это алкаш, если бомж, не говорим бомж, вы же русские сами это говорите, вы сами это показываете. Вам это можно все, а вот с Чечни русской нельзя говорить. И вот это, я свой личный пример. Я в Пермской области после школы, даже в школьные года, я летом находился в Пермской области. Вот самые страшные сны, даже кошмары мне раньше снились, потому что я в Чечне, у нас же нет такого.
И, короче, к наш клуб привезли кино, это из киносети машина. Короче, и мне говорят, ребята, по подростку, 15-16 лет подростки, им говорят, там и были и девчонки, но тогда я в голову ничего не было такое. Мы играть, и мне говорят, давайте сядем в эту машину, нам же интересно, в какой-то другой поселок приедем, он все равно должен ехать обратно, и мы потом приедем. Я, идиот, не подумал, что он может там остаться, что у него там дела, любовь, морковь. И, короче, это молодой парень тоже. Мы сели 3-4, 2-3 парня и 2 девушки, по-моему, сели, 5 человек. Это, ну, там большая машина, это, и сели туда. Этот отвез этот соседний село, этот фильм. А потом он, оказывается, у него там любовь, учительница, влюблен учительница местная, молодой, сам молодой парень. И, короче, наш забыл, он у него зашел, там пьют, они алкоголь, вот это все. И нас, маленьких, не маленьких, а подростков, на улице оставили. И мы, бедные, ходим по этому улице, это поселку, все какие-то пьяные старушки, какие-то вот это, честное слово, все пьяные были. И вот как, ну это были, конечно, это не то же самое, что Псковская область, Новгородская, Ленинградская область, Ростовская область. Я просто хочу сказать, что это Заураль. Это такие деревня, где уже деревянные брусчатые дома, но это такое очень далеко от Перми, 100, по-моему, 150 километров от Перми. И, короче, города Перми. И вот Осинский район, да, Осинский район, город Оса, рядом Чайковск. И вот это, вот такое, и представляете, мы не можем пешком прийти 8 километров, хотя и не так нужно было прийти, конечно, но мы, подростки, думаю, там я с этим парнем, мы пошли, холодно вдруг ночью стало, а этот парень сидит у этой учительницы, чем он там занимается, понятно, конечно. Сперва алкоголь, ну там любовь, морковь, мы-то, и потом я пожалел, что я сел в машину, у меня же отец дома, он очень строгий, и, короче, 3 часа ночи он привез нас обратно домой. Обратно домой, вот это первый урок в моей жизни мой отец мне преподал, ничего не сказал, взял и ударил меня, и правильно сделал. Чтобы, говорит, ты 3 часа ночи, я не спал, говорит. Я-то думал, он спит, он не спал, волнуется за меня, где я нахожусь, что со мной случилось. А я подростком это же не знаю, я думаю, я гуляю, до 12 часов, 1 часов гуляешь, ну там нужно же прийти домой. И вот первый урок мой отец преподавал, да вы скажете снова защиты меня, что нельзя вот так, значит, вашим нравоучением оставьте себе. Своим детям вот это прививать эти своим внукам, не надо других учить, как им жить. Вот это я хочу сказать. Это я в стиле вот это Чечня, я говорю сейчас. Вот не надо нас учить, как нам жить. И вот мы же, у вас очень много, и я не говорю, что мы чеченцы идеальные, что мы такие, нет. У каждого есть свои недостаточки. И зачем вот это можно просто пожалеть даже вот этом фильме, того, что там чеченцы, и сразу перевернуть все это, и все вот массово начинать вот это. Вот знаете, если бросить бы ролик про ингушей, такого не было бы, такого ажиотажа не было. Это про чеченцев. Вот такое, как вам сказать. Сейчас ко мне пришли, так что сколько я наговорил, может действительно достаточно это будет. Вот такой, на улице, как всегда, погода отличная, жарище немножко. Ну вот такое, сейчас ко мне заходил мой мальчик. Вот такой, сегодня предпоследний день перед поездочкой, так что
Вот такой муслый слух, просто, знаете, я вот удивляюсь вот этим неуместно вот этим, неуместно вот это высокомерие некоторых народов, людей, что они хотят. Знаете, если они могли бы еще что-то сделать, могли бы, вот я представляю, как они радовались, вот ингуши, вот радости у них не было, без конца, вот без радости, когда Вторая Чеченская война началась. Как они обрадовались, это билет, как будто бы получили билет в рай. Вот вместо того, чтобы, да, много жителей Чечни, Ингушетии, которые были, они, конечно же, и, и я не говорю о всех, вот были люди, которые очень обрадовались этому событию и сразу же, не отходя от кассы, подготовились, долго готовились. И вот сейчас то же самое, они готовятся, все эти наработки, чего-то, я не знаю, может мы, чеченцы, не знаем, вот они-то, КГБшники, бывшие НКВДшники, знают что-то, что мы не знаем. И вот это, на это я понимаю, арт-подготовка, это называется арт-подготовка, когда ты что-то массовое, это не просто так сказать, это какая-то массовая обработка людей, это что-то чему-то готовить. И вот Украина, это пример Украины, когда Майдан в 2014 году, когда был Майдан, понятно, они там это говорили, это русское телевидение днем и ночью. Потом год прошло, 2 года прошло, 3 года прошло, 4 года прошло, не останавливаться ни на одну минуту. И поэтому случился 2022 год, потому что это уже в течение 5-6 лет они вели этому. И то же самое сейчас эти ингушеты, это 7-8 лет, как будто идут. И что они, я не знаю, чего они там, какие у них там планы, очень сложно понять, конечно. И потом, конечно, это меня это волнует, потому что многих, наверное, не волнует, потому что я знаю, если я это не пережил бы, эти эти трагедии, Ичкерии, три трагедии в моей жизни, в самом моем детстве, юности, вот это развал СССР, вот этот Ичкерия, потом Первая Чеченская война, Вторая Чеченская война. И сейчас мне не хватает, почему я должен быть постоянно острым, почему я должен постоянно за вами, за вашими шулерскими руками следить. И знаете, я не знаю, что мне с вами делать, точное слово, не знаю, не знаю. Что бы они говорил, знаете, нужно как-то, не знаю, с уважением, почему вот у вас это все это принято, вот опомнились, сейчас опомнились, поздно опомнились, сейчас опомнились и в быстроте, вот аварцы тоже, вдруг поняли, что они великий народ, эти рисуют какие-то карты, Аварстан, вот эти мужчины тоже. То же самое, это кумыки, вспомнили про своих Шамхалов. И вот эта страна, она история же не может задним числом писаться. Она просто, когда сейчас эти ингуши слушаешь, этот их блогер начинает говорить про эти аварцы, да, конечно. Надеюсь, эти аварцы их захватит, плен возьмут. Где аварцы, где ингуши, вот казалось бы. Но, знаете, предательство, оно не имеет границ. Успею ли я добежать до канадской границы? Иначе можно этим дурдом сойти с ума, если честно. Можно сойти с ума. Вот эти мелкие пакостничают нам, товарищи, наши соседи. Конечно, это горько. Горько осознать, что вот вместо того, чтобы радоваться, зависть, скорее всего, зависть, потому что Чечня, знаете, это город Грозный всегда был таким. Ребята, вы в советские времена вспоминаете, всегда.
280 союзных предприятий в городе Грозном было. Это шестая экономика СССР. Город Грозный, не Чечено-Ингушская Азия, да, можно сказать Чечено-Ингушская Азия, шестая экономика СССР. Шестая. Просто вы представляете, такой как Москва, как Санкт-Петербург, город Грозный, шестым городом был СССР по богатству, по экономике. И вот тогда это было на Северном Кавказе, даже был это Ростов, это Волгоград, все было. Но город Грозный, почему-то он был культурной столицей Кавказа. Это тогда Северный Кавказ большой же был. Ростов туда ходил, Краснодар ходил, Воронеж ходил, Астрахань, Волгоград ходил туда, все Кавказские республики. И то Грозный был культурным столицей этого региона. Многих, если спросят у своих бабушек, дедушек, все учились в городе Грозном. Там учились в вузах в Грозном многие. Бабушки учились, дедушки учились. И вот когда нас депортировали чеченцев, этот Грозный был русским городом. Вот какой-то, я не знаю, Владикавказ не имеет, вот Махачкала то же самое будет, крепости везде. Но вот почему-то именно город Грозный, вот он такой. И 300 тысяч русскоязычных жителей там было, проживало. 400 тысяч населения, и вот 300 тысяч русскоязычных. И вы знаете, поэтому это люди, кто-то там рассказывает своим внукам, что я родилась в Грозном. И вот этой связи, там только в Пятигорске 15 тысяч жителей города Грозного находятся в Пятигорске. Это тогда, сейчас это уже сколько их? Только 15 тысяч жителей города Грозного находилось в Пятигорске. И минеральных водах, везде это находится они. И вы знаете, просто это такое, этот город всегда, он притягивает, он всегда, хотя не и на берегу моря, хотя нет таких козырей, но вот притягивает людей, потому что вот такое, Грозный это символ Кавказа, и вот знаете, преуменьшать это значение, преуменьшать героизм чеченцев в кавказских войнах, и вот все вот это, знаете, благодаря нам, чеченцам, и другим адыгским народам. И вот даже эта часть аварская, которая тоже лезгинам, вот вели эти войны постоянно. Даже эти кумыки когда-то сопротивлялись, вот это. И что-то было. Я не говорю, что не было. Почему вы, товарищи ингуши, аварцы, кумыки, вот другие русские, говорите, что чеченское этого не было, а вот было наше. И поэтому мы вам отвечаем. В своей манере. Мы в КГБ институте не оканчивали, как вы. И у нас этот язык, может, и не подвешен, но мы тоже, знаете, свою жизнь прожили. Вот я человек, проживший всю свою жизнь в Украине прожил, в Петербурге прожил, и в Пермской области, и в Чечне. Я за пределом, после 16 лет, можно сказать, живу, и за границей живу уже 20 лет. И я, знаете, я видел эту жизнь. Я видел разных людей, и люди очень разные, очень не одинаковая масса, разнообразная масса. Есть хорошие, есть порядочные. Рядом же стоят завистники, жлецы, лгуны, подонки. И вот это все это, вот мы люди, поэтому мы вот такие разные. И даже такой фильм, созданный на искусственной технике, вас возбуждает что-то сказать плохое против чеченцев. Знаете, ваша ничтожность вот этом. Ваше вот этом все. Это очень простые истины, которые нам... Почему мы должны изо дня в день это повторять? Почему мы должны вам это объяснять? Тоже непонятно, конечно. Конечно, тоже непонятно. Может, я не знаю, действительно вам заняться своими делами, заняться своими проблемами. Вот было бы лучше, конечно. И русским есть
знаете, у вас очень тоже плачевные дела. Занимайтесь своими делами, своими подонками, своими жрецами. Оставьте нас, чеченцев, в покое. И не придирайтесь к нам поводу без повода. Об этом речь. Мы ничего не требуем, невозможно. Мы просто говорим, оставьте нас в покое, товарищи, соседи, завистники, подлецы, подонки, оставьте нас в покое. Вот я в манере, да, это очень резко, кому-то это не нравится. Знаете, мы давно перешли этот рубеж, где мы с вами бы вели бы дружеские беседы в этих чатах. Вы это знаете, когда мы читаем все это, что-то, вы не ищете истину, вы не ищете справедливость. Вот вы хотите кого-то укороть, кого-то вот это. Если вас оставят вот так, вы воры, вот преступники, вот у вас преступный тон, у вас скрытая враждебность. Вот я поэтому говорю, вот, вы начали с малого с интернета, с этой низменной своей, вот, показать свою сущность, свою человеческую подлость, вот эту душонки свои. И вот этого начинается. Потом и плохим сыном вы будете, и плохим отцом вы будете, и плохой матерью вы будете, и плохим сестрой вы будете. Вот это не бывает в одном деле, ты подонок, в другом ты чистый, кристально чистый человек. Вот это все взаимосвязано, наша жизнь взаимосвязана. Поэтому, знаете, нужно немножко присмотреться за собой, присмотреться за собой. Можно, где ты не можешь, не обязательно строчить эту гадость на зло другим. Вот не строчи лишний раз, знаешь, потом пропасть, она, знаешь, она идешь по этой скользкой дорожке, и вот и упал, и ты больше не станешь. Вот это. И вам, товарищи, это вам, вот сейчас не мы, да, предъявляем претензии, но вот к вам особо претензии. Вот не получится потом это не мы были, это были какие-то засланные казачки, это ингушеговорящие были, это нет, не получится обратно. Поставь все на паузу, обратно дружбы не будет. Выходит между чеченцами, этого не будет. Я рад этому. Да, многие, это поколение еще, которое советское осталось, еще это будет продолжаться, потом все. Хорошо, вот как это аварцы вы будете нам? Эти осетины. Мы к ним тоже, знаете, соседи есть соседи. Хороший, плохой, вот. И мне ничего не скажешь, ничего нельзя предъявить. Да, он такой, в своих границах, в своем беде, в своих этих болоте. Но что, мы же не говорим, что это хорошо, это плохо, это за скобочки, это не нам судить. Вот то, что нам касается, мы говорим. Так что флаг вам в руки, честно. Не получится паузу поставить, потом обратно дружить. Нет, это не будет. Это вы все участвуете в этом подлости. Кто молчит, кто кричит на этих заборах, это бегает по этим площадям, эти комсомолки, эти сумасшедшие домохозяйки, эти сумасшедшие старики, этих советов, тэпов, всех вот это копируют наш чеченцы, чеченские эти институты, все вы копируете, все вот это, и вот там это масса, вместо того, чтобы заниматься своими вот это проблемами насущными, 3 эти башни можете поделить между собой. Как вы собираетесь делить все чеченское? Вот это интересно. Да, своей грязной ручонкой, вот истории, все, что можно прибрать своим рукам, стараюсь прибирать, но это, знаете, это интернет, это онлайн. Это один выстрел заранее вас будем по этим скалам, по этим пещерам искать, где вы, по этим кустам. Пока-пока, с вами был одинокий Джейсон из Бангкока. Я надеюсь, я никого не обидел, но у меня нет такой цели. Просто такой эмоциональный тон у меня. Это что наш долго молчать, всю свою жизнь молчал. С детства, юности, стесняшка был, стеснительным парнем. Ничего мало говорил. И сейчас на старости лет, и на старости, вот приходит сейчас комментировать,
выговаривать. Иногда и приятные, и неприятные вещи. Но это наша жизнь такая. Я надеюсь, в другой жизни мы будем любить друг друга, ходить друг к другу в гости и вспоминать только хорошее. И люди разные, поэтому мы говорим, что люди разные. Вот когда начинает вот эти вещи, лучше не начинайте. Сперва присмотриться в зеркало для того, чтобы посмотреть за собой, за своим хвостом, за своим шлейфом. Потом что-то говорите другим. Я не думаю, что у вас все хорошо. Я не думаю, что у вас все щики-пики. Если это было бы, вы даже яд это не изливали бы на нас, это грязь не изливали бы, не истерики вы не устраивали бы, скорее всего. Вот такие дела. Мира добра всем. Пока-пока. С вами был одинокий Джейсон из города Бангкока. Пока-пока.